Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, всех вас сердечно благодарю за ваши лайки, хорошие и добрые комментарии, за вашу поддержку, за ваши просмотры. Земной вам поклон! Давайте сегодня сделаем отсыпочку на вас, а тема звучит так: что случится, что произойдет с минуты на минуту, со дня на день. Чего вам ждать, к чему готовиться. Загадайте, пожалуйста, на себя и давайте посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и поставить для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так. Что же случится? Смотрите, кто-то из ваших друзей, из ваших знакомых, может быть, даже соседей, либо коллег, к вам обратится с какой-то просьбой. Просьба незначительная, такая, знаете, ерунда, да, ерунда. Но человек настолько благодарный, человек настолько умеет помнить добро, что за одну незначительную просьбу человек просто вот перед вами, не знаю, сердце откроет. Вот бери, что хочешь. И даже если вы ничего не хотите, человек вас просто будет задаривать какими-то подарками, либо добрыми действиями в вашу сторону. Вот такие благодарные люди вас окружают. Для вас это, конечно, будет и неожиданно, и вы будете стесняться немножко, потому что я вижу, что вы закрываетесь. Собачка пытается напрыгнуть на вас, а вы закрываетесь. Очень благодарный человек. А у кого-то из вас отыграется, готовьтесь, за ваше доброе дело человек, который вас считает своим другом, подругой, обрушит на вас просто море каких-то подарков, радости и каких-то хороших действий. И так может отыграться. Так, дальше. Здесь женщина на санках ребенка тащит. Это может быть в прямом смысле слова, да, вы с ребенком пойдете гулять в парк, будете кататься на санках, очень хорошо проведете время. А у других, у кого нет, например, детей, либо дети уж прям совсем взрослые и навряд ли на санках будут кататься, здесь вы как-то облегчаете свой труд, свою работу. Какая-то мысль, гениальная мысль, какая-то подсказочка, да, вот как к чему-то вы приходите, вы понимаете, что я могу использовать какой-то инструмент, совершить какие-то действия, либо поменять алгоритм действий, и мне будет легко выполнять мою работу, реально легко. И вы это сделаете. Вы видите, вы движетесь к центру, и вы движетесь не в гору, а с горы. То есть настолько легко вам будет работаться, настолько легко вы все будете делать, и легко, и быстро. Еще будете море удовольствия получать от своей работы, и у вас еще будет целый вагон свободного времени. Замечательный знак. Не стесняйтесь и не бойтесь креативить, не бойтесь использовать какие-то инструменты, которые будут помогать вам именно в вашей работе, либо облегчать вам жизнь. Так, с левой стороны. Кто-то бьет в барабан. Знаете, какой сигнал? Сигнал вам подают. Сигнал тревоги, либо сигнал о каких-то, может быть, неприятностях. Здесь больше похоже на предупреждение. Предупреждение, к которому вы должны прислушаться. И поступить ровно так, как вас предупреждают. Не надо тут махать рукой и говорить: ничего страшного, да, там ничего не будет, да, мы уже это проходили. Нет, ребят, в этот раз вы должны среагировать очень четко, как часики, и именно выполнять то, что от вас ждут, просят, либо вам предлагают. Не знаю, мне идет как какой-то сигнал тревоги, либо оповещение, предупреждение. Может быть, там плохая погода, еще что-то происходит. Пусть оно, конечно, в песке останется, не хочу об этом долго говорить, но здесь четкий знак, что нужно именно услышать, прислушаться и сделать ровно так, как от вас требуют, либо как положено сделать. Важно. Так, дальше. Большой парус. Большой парус движется на вас, в вашу сторону. Здесь человек явно откуда-то прям издалека. И по парусу очень хорошие вести. Очень хорошие вести. И появление этого человека тоже, знаете, как какое-то счастье. Счастье и радость. Кто-то едет, спешит. И для вас это очень классный знак.
Может быть, ждете вы этого человека, переживаете, а может быть, вы только вот узнаете, что человек едет, и это вас очень обрадует. Знаете, как такая мотивация, стимул, и вообще такое предвкушение, что вот она, радость идет, радость. Но явно кто-то приедет. Так, еще женщина. Женщина такая, знаете, из себя тут строит царицу Савскую. Все там придите, поклонитесь, я самая лучшая, самая умная, самая красивая. Неприятная личность, скандальная личность и такая, знаете, мерзопакостная. Вот она любит вот из-под тишка укусить, обгадить, оболгать человека. Такая женщина. С этой женщиной вы как-то либо постоянно контактируете, либо соприкасаетесь, ну, допустим, на работе, по соседству. Никуда от нее не деться. Смотрите, эта женщина с чемоданчиком в руках куда-то уходит, уезжает. Не могу сказать, надолго или нет, но вы об этом узнаете, и вас эта новость очень обрадует. Очень обрадует. У других же отыграется женщина, с кем вы, например, там, за что-то конкурируете, за кого-то конкурируете, может, на работе конкурируете. То ли в отпуск уезжают, то ли в принципе куда-то уезжают. Ну, она с чемоданчиком в руках. Вот здесь вы явно будете желать счастливого пути, да, и уезжать на подольше. Знаете, как даже настроение у вас улучшится, когда вы узнаете, что эта женщина куда-то уезжает, собирает вещи. Такой момент хороший для вас просто замечательный. Так, еще с правой стороны какой-то человек как будто бы для вас что-то делает, очень-очень сильно старается, очень хочет произвести на вас положительное впечатление. Я не могу сказать, просили вы этого человека что-то сделать, либо человек проявляет собственную инициативу. Но, тем не менее, вы, увидев результат его действий, очень сильно обрадуетесь. И это вам как-то здоровски облегчит жизнь, либо вашу какую-то задачу. То есть здесь человек постарается, вы получите удовольствие, радость испытаете. Единственное, что вопрос цели его действий. Но если это ваш мужчина, и он пытался там перед вами как-то выслужиться, молодец. Я думаю, вы знаете, как его отблагодарить. Если это какой-то посторонний человек, ну, здесь надо подумать, ребят, надо подумать, потому что явно он не просто так все это делал. Здесь желание вот именно понравиться, желание обратить ваше внимание на себя. Ну и, возможно, даже человек на что-то надеется. Надеется, но не в плане там заработка денег, а скорее как вашего внимания. Может быть, чтобы вы там уделили время, с ним куда-то сходили, да. Ну, в общем, поняли, да, такой романтик хотел бы от вас получить. Ну да ладно, главное, что вам будет приятно, и главное, что вам это действительно будет полезно, и это хорошее подспорье. Так, еще идет какая-то готовка, много посуды. Что-то вы готовите, может быть, впрок будете готовить, может быть, как подготовка к чему-то у вас идет. Много времени вы проводите среди посуды и, скорее всего, на кухне. Если вы работаете в общепите, ну, здесь какой-то аврал, и, ну, прям, да, будете немножко, ну, не то чтобы злиться, а жаловаться, да, говорить, что, боже, так тяжело, так много всего, да кто столько ест, да за что у меня такое выпало, что я тут должна целыми днями с этими ложками, поварешками и посудой проводить. Но готовить вы любите, я вижу, у вас к этому особый дар, талант, поэтому не ругайтесь, знаете, что... Во-первых, все съедят 100%, во-вторых, вас все будут благодарить за ваши таланты, за ваши золотые ручки. И я вижу, что вы любите готовить на самом деле, все равно какое-то удовольствие от этого получаете. Да, возможно, потратите больше времени, чем рассчитывали, но тем не менее вы будете довольны собой. А для вас это самое главное, да, получить свое собственное удовольствие. Так, еще... Здесь женщина с какой-то сумкой полной, еле-еле тащит эту сумку. Девочки мои хорошие, но если вы куда-то за покупками, на шопинг ходите, вы же там стараетесь, не знаю, как-то себя обезопасить от этих огромных тяжелых сумок. Берите с собой помощников. Либо, может быть, доставку заказывайте, потому что я вижу, что вы тащите эту сумку, все важное, нужное. Вы, конечно, довольны, что вы так скупились, но она тяжелая, она нереально тяжелая. Она прямо, смотрите, трещит, рвется от того, что она полностью забита, загружена. Да, придется вам немножко понапрягаться в этом плане.
Так, у вас здесь двойка, вернее, у вас тройка, которая переходит в двойку. То есть 3 человека собираются что-то делать, и третий вот как-то в процессе выпадает, отпадает, отваливается. Ну, в общем, саботаж такой небольшой происходит. Оно к лучшему, ребят, оно к лучшему. Лучше вдвоем, чем втроем. Потому что это третий какой-то странный, мутный. И, возможно, он бы вам, например, не помогал, а наоборот бы все мешал и портил. А у кого-то отыграется, что это история треугольника, которая превратится в историю пары. Да? Пара получится. А третий лишний отвалится, причем отвалится, потеряется сам с собой. Не нужно будет ему говорить, что ты третий, что ты лишний. Да? Сам с собой отвалится, отпадет, и все замечательно закончится. Так, еще какой-то звоночек, который принесет вам невероятную радость. Звоночек. Звоночек может быть как и в дверь, так и телефонный звоночек. Голос. Услышав чей-то голос, вы прям испытаете вот прилив счастья. Именно от голоса. Не от того, что вам говорят, а именно кто вам говорит, да, с кем вы будете общаться. Но вы все разные, у каждого по-своему идет, но тем не менее голос, очень голос на вас вот прям эффект произведет. Будете безумно рады услышать этот голос. Так, откуда-то издалека вам какая-то посылочка, бандеролька придет. Что-то вам придет. Небольшая, сразу говорю, небольшая, но для вас очень ценная. Что-то внутри такое для вас будет ценное. Либо памятное, либо ценное. А может быть, будет ценно тем, кто ее отправил вам. Да, кто ее вам отправил. Так, еще здесь в каком-то незнакомом, малознакомом обществе вам суждено оказаться. Общество очень странное, разношерстное, не похожее на вас, но тем не менее вам там будет очень интересно, познавательно, и вы разнакомитесь с огромным количеством людей. И люди какие-то непростые, вы понимаете, непростые люди. Каждый с какой-то специфической наклонностью. Ну, там, должность какую-то занимать. Смотрите, например, там, стоматолог, юрист, там, бухгалтер, какой-нибудь там руководитель, кто еще там, работник какой-то соцслужбы. Понимаете, люди непростые. То есть разнакомитесь, у вас там прям просто вот список контактов расширится невероятно. И все контакты очень классные, очень нужные, и вам обязательно пригодятся. Не могу сказать, как вы туда попадете, у вас там такая сложная дорога, то ли не хотите, то ли случайно, то ли кто-то вас зазовет. Но когда вы туда попадете, со всеми разнакомитесь, скажете, вот это мне повезло, вот это я попал, да, вот это я попала в хорошее место. Хороший знак. Так, еще. Почему у вас опять какая-то домашняя работа идет? Домашняя работа. Домашняя работа, которая вас злит. Может быть, за кем-то придется убирать. Ну, допустим, вы убрали свой дом, у вас все чистенько, у вас все там блестит, сияет. И, например, кто-то пришел там из ваших домочадцев, насорил, намусорил, за собой не убрал, и вас это прям злит. Вы такая, что происходит? Я что, вам тут рабыня? Да, приходится еще раз вам это все делать. Так, девушки, женщины, держите себя в руках. Понятно, что обидно, понятно, что противно, когда обесценивают ваш труд, но старайтесь все-таки не криком, а какими-то аргументами общаться с теми, кто виноват в этой ситуации. Да? Криками ничего не решишь, плохими словами тоже ничего не решишь, а вот аргументами, а лучше, конечно, так, чтобы прям запомнилось, да? Попросите этого человека за собой убрать. Попросите. Поверьте, оно сработает лучше, чем крики. Так, перед зеркалом кто-то будет много времени проводить, то ли вы будете делать какие-то масочки, какие-то процедурочки, какой-то уход за собой, то ли вы кому-то пойдете, ну, например, в салон красоты, там, к косметологу, да, что-то будете с собой делать такое вот прям нужное, важное для вашей красоты, для того, чтобы освежить себя. Прям уделите этому время и, соответственно, потратите на это деньги. Ну, это все окупится. Окупится отражением в зеркале. Когда вы будете на себя смотреть, и вы будете красивая, себе будете улыбаться и будете довольны тем, как вы выглядите. То есть на пользу это все пойдет. Так, еще кому-то куда-то придется срочно ехать, бежать.
вас как вызывают, зовут, и это как последний шанс. Да? То есть нужно будет успеть любой ценой. Куда-то вам нужно попасть, да, успеть любой ценой. Значит, если надо, то надо. И, пожалуйста, обратите внимание на то, чтобы из дома пораньше выйти. Потому что здесь могут быть какие-то превратности судьбы. Либо вам будет казаться, да, вот когда человек спешит, вот кажется, что все против меня. Да, там, транспорт плохо ходит, там, пробки образовались, еще что-то произошло. Поэтому лучше выйдите заранее, где-то так минут на 30 как минимум заранее выходите, чтобы не было вот этой нервотрепки и сами себя, чтобы вы не накручивали. Чтобы, конечно же, успели. Конечно же, надо успеть. Ну, не знаю, мне идет как последний шанс. Если вы не успеете, то потом таких возможностей больше для вас не будет. Поэтому постарайтесь уж, пожалуйста, успейте, сделайте свое дело. Тем более у кого-то даже идет такой знак, как будто бы вы этого очень долго ждали. Успейте, мои хорошие. Выходите зараньше. Неважно, там, накрашено, не накрашено. Это не важно. Главное успеть. Так, мои хорошие, на этом все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.